эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Дальний Восток получит самолеты Ил-114-300. Когда Ил выйдет на маршрут и какие самолеты он заменит? Тем временем жители Якутска продолжают жить в непригодном помещении. Кто виноват и что делать, разбирались наши корреспонденты. Воспитание молодежи в духе уважения к истории и служения Отечеству в Якутской кадетской школе-интернате проходит ежегодный патриотический фестиваль «Армейский городок». «Один за всех и все за одного» мотив, знакомый с детства, оживает в постановке на сцене Русского драмтеатра. Год огненной лошади на пороге. 17 февраля восточноазиатские страны встречают китайский Новый год, праздник, который славится размахом и многовековыми традициями. Якутия начнет подготовку к Восточному экономическому форуму, который состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. За 10 лет на форуме республика подписала более 250 соглашений на общую сумму свыше 1 триллиона рублей. По словам вице-премьера, полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева, с 2014 года темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке увеличились в 2 раза и значительно превысили среднероссийские показатели. Также выросли объемы промышленного производства, добычи полезных ископаемых и строительства жилья. Дальний Восток получит самолеты Ил-114-300. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Самолет прошел основную программу испытаний. Прямо сейчас новенький Ил проверяют в Якутии в условиях низких температур. Когда Ил выйдет на маршрут, какие самолеты он заменит, в сюжете Айсены Бурнашовой. Перспективы производства и эксплуатации Ил-114-300 на маршрутах Дальнего Востока и Арктики обсуждали на совещании в Доме правительства. Авиация – тема номер один. Причин для этого несколько. На ряде территорий в целом ощущается нехватка воздушных судов. Суда выбывают из эксплуатации, и это сказывается на доступности Дальнего Востока для людей, на комфорте пассажиров. Ил-114-300 – новые крылья Дальнего Востока. Это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Самолет предназначен для региональных авиаперевозок, пассажировместимость до 68 человек. У новенького Ил позади 336 тестовых полетов. Завершена основная программа испытаний. Сейчас самолет в Якутии в аэропорту Маган проходит проверку холодом. Сейчас, как вы правильно сказали, самолет находится в Якутии. Мы тестируем его, проверяем на эксплуатацию в экстремально низких температурах. Испытания проходят успешно. Более того, сегодня впервые самолет Ил-114-300 совершил посадку и взлет с заснеженной грунтовой полосы. Все прошло хорошо. Программа Ил-114-300 реализуется в рамках исполнения указаний президента России. Дальний Восток ждет 20 таких бортов. Самолеты заменят устаревшие Ан-24-26. Это поможет прежде всего сохранить пассажиропоток, а при необходимости и увеличить. Что касается готовности, то коллеги из Министерства промышленности, руководство компании доложили о том, что все испытания проведены, самолет фактически готов. Выпуск они обещают с 2028 года. Нас, конечно, интересует по принципу, чем раньше, тем лучше. Самолеты очень нужны. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Стройфирма в Якутске заплатит 1 миллион 650 тысяч рублей за незаконную свалку на водоеме. Якутский комитет Госэконадзора призывает соблюдать природоохранное законодательство и своевременно оплачивать штрафы. Мировой судья судебного участка номер 40 города Якутска вынес решение о взыскании штрафов со строительной компании «Росстрой» за нарушение природоохранного законодательства и несвоевременную оплату административных санкций. В нашу редакцию обратилась жительница дома по адресу Кальвица, 30/3. Здание признано аварийным и непригодным для проживания. По решению суда жильцы подлежат расселению, однако семьи продолжают находиться в этих условиях. Сгнивший все фундамент, прям рухли черное. Из-за этого проваливаются полы, топит канализация.
Трещины по стенам, провалы в полу и стойкий запах канализации. В этой квартире Наталья Бухарова живет с пожилой матерью и сыном-пятиклассником. Дом был признан аварийным еще в 2021 году. То ли мы утонем в канализации, то ли нас стеной пришибет. И вот эти ужасные запахи фекалий, это невозможно ни спать, ни есть. Катастрофа прямо. Невозможно жить в таких условиях. Мы прямо задыхаемся. И ночью, что вот это проветриваешь, невозможно. Это же вообще опасно для жизни, для здоровья, для нашего. Жильцы обращались в различные инстанции, в том числе в прокуратуру. В 2025 году они добились судебного решения о расселении. В качестве временной меры им предложен маневренный фонд в Магане. Мы выиграли суд, сказали, так, это было 15 апреля 2025 года. В течение полугода по решению суда окружная администрация должна была исполнить. Департамент жилищных отношений предлагает нам только временное жилье в Магане, 6 квадратов на человека. Семье из 3 человек предлагают порядка 18 квадратных метров вместо нынешних 41. По словам жителей, речь идет о здании бывшей библиотеки. При этом, как утверждают люди, точные сроки предоставления постоянного жилья им не сообщают. Ранее назывался конец 2026 года. Если мы входили в первое расселение, теперь мы уже говорят, до 30-го года нас продлили, но конкретно не говорят. Пошла я в управление, в фонд развития территорий, на что мне там молодой человек говорит, что вы все ходите, плачетесь наподобие того, что не можете себе сами жилье купить, что вы от государства все требуете. Аварийное состояние фиксируют и в соседних квартирах. Разрушенные перегородки, сырость и старая электропроводка, которая, по словам жильцов, вызывает опасения. Немножко убрался. В общем, не сразу, но вы поняли, отсюда прям, видите? Я уже боюсь здесь что-то включать, что-то... Ну, с этой стороны стена, видно, да? Где-то я уже свет боюсь, здесь уже выключателя ничего нету. В департаменте жилищных отношений сообщили, жителям предложено временное переселение в маневренный фонд до обеспечения постоянным жильем. В городской программе расселения сегодня значится порядка 120 аварийных домов. До настоящего времени финансирование на расселение данных домов не предусмотрено, не поступало. Для безопасного проживания, конечно же, необходимо переселиться в безопасное место жительства. Это, надо иметь в виду то, что это не постоянное, но все равно у них права сохраняются по аварийному жилью до момента расселения. Жильцы намерены добиваться пересмотра условий временного размещения и уточнения сроков предоставления постоянного жилья. В ближайшее время они планируют обратиться к судебным приставам. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Труд крут. День российских студенческих отрядов отметили в столице республики. В рамках празднования состоялось проведение ряда мероприятий. Карьерный форум для участников движения, ярмарка вакансий от ведущих работодателей и встречи ветеранов организации. Завершением дня стал традиционный конкурс «Мисс и мистер студенческих отрядов», в финале которого выступили 14 участников. На сегодняшний день отряды РСО объединяют собой более 2500 молодых людей, среди которых будущие строители, медики, педагоги и специалисты других отраслей. Как говорится, студенческие отряды – это школа жизни. Ребята идут сюда за романтикой, за первой заработной платой, и, конечно же, за качественными, проверенными друзьями. Самым востребованным в республике в данное время является строительное направление. Ребята ежегодно, благодаря субсидии Министерства молодежи, остаются в республике, работают на благо развития наследников. В Якутске развернулся настоящий армейский городок. Ежегодный патриотический фестиваль под таким названием прошел в стенах Якутской кадетской школы-интерната. С 2022 года этот проект служит мостом между поколениями и важной площадкой для воспитания молодежи, объединяя тех, для кого понятие чести служения Родине – не пустые слова. Торжественное открытие, приветственные слова руководителей и волнительная жеребьевка. Фестиваль стартовал по-взрослому. В этом году он собрал более 200 участников. Это не только кадеты и юноармейцы из Якутска, но и отряды из других районов республики. Интересно очень посмотреть на выступления других отрядов, в целом на выступления кадетов. Очень интересно посмотреть на школу.
узнать про жизнь учеников, рассказывали. Тоже было интересно узнать. Фестиваль выдался насыщенным. На площадке одновременно развернулся конкурс патриотической песни и смотр строевой подготовки на Кубок министра образования и науки республики. Будут показывать одиночную строевую подготовку в составе подразделения. То есть это будет строевая подготовка на месте и в движении. Кроме того, подготовка с оружием будет демонстрироваться. Причем сегодня у нас присутствуют еще республиканские школы, такие как республиканская школа для детей, для неслышащих детей, которые будут выступать в специальной номинации. Тоже, думаю, это впервые такое событие будет проходить. Также участников за пределами соревнований ждала масштабная выставка. Более 10 силовых ведомств и общественных организаций развернули свои экспозиции. Спасатели, полицейские, росгвардейцы. У каждого стенда было не протолкнуться. Вес у него примерно 8-10 килограммов, не больше. Но если его наполнить полностью снаряжением, да, все поставить, пояс подсоединить, соответственно, он может и 15 килограмм превышать. Шлем на тебе тоже первого класса. Вот так каждому желающему не просто рассказывают, но и дают примерить на себя тяжелую экипировку. Если для многих это, возможно, просто игра в солдатиков, то некоторые уже точно решили, кем станут в будущем. Например, кадет Максим Сухомясов в деталях разбирается в вооружении спецподразделений. БР 5 класса, думаю, использует спецназ, потому что он как бы намного тяжелее и мобильность в нем маленькая. Но с ней также хорошо, например, действовать в городских условиях, в замкнутых пространствах. И вот эта винтовка тоже. А ты сам хотел бы в каком направлении себя связать, в какой профессии? СОБР. Это вот можешь рассказать, почему именно это направление выбрал? Потому что я вдохновился своим родственником. Такие встречи дают подросткам главное – живые примеры и возможность прикоснуться к будущей профессии. Фестиваль «Армейский городок» вновь доказал – защитники Отечества растут достойные. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Нерюнгринском районе проходит месячник патриотического воспитания. В рамках месячника состоялся районный смотр-конкурс строя песни «Статин в строю, силен в бою», посвященный Дню защитника Отечества. На мероприятии побывали и наши коллеги. 90 юноармейцев из 9 отрядов образовательных учреждений Нерюнгринского района. Каждый отряд показывает сплоченность и дисциплину, исполняя патриотические песни и демонстрируя отличные строевые навыки. Такие мероприятия нужны для того, чтобы показать именно, во-первых, работу педагога. То есть сразу видно, кто работает, кто не работает. То есть и качество, и воспитание детей. То есть видно, что отряд воспитан, дисциплинированный, то есть обученный. То есть, это сразу видно по ним. То есть это качество, то есть определяет и оценку нашу, оценку нас, педагогов, работу нашу. Смотр строя и песни – это третий из этапов юноармейской спартакиады на Кубок главы района. Он считается самым сложным, а победа в нем является самой почетной из побед. Члены жюри определяли лидеров в строевой подготовке. В номинации «Лучший командир» победил Андрей Куликов из отряда юноармии поколения Z Нерюнгринского медицинского колледжа. Отряд строевым шагом! Марш! Налево! Главное в конкурсе – это команда, где все юноармейцы как единый организм плечом к плечу идут к одной цели. Победителями смотра конкурса строя и песни стал отряд юноармии поселка Серебряный Бор ВПК «Пламя». Это больше было интересно. То есть я в качестве командира первый раз, и поэтому мне было непонятны многие действия. А так, это все легко, если ты понимаешь, что ты делаешь. Это помогает мне с дисциплиной. У меня появляется много новых знакомств и также много новых знаний. То есть то, что я, например, без юнармии бы не знала, скорее всего. Строевая подготовка играет ключевую роль в обучении юноармейцев, поскольку формирует строевые навыки, выработку дисциплины, собранность, четкость и слаженность действий. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри.
В ДК Кулаковского презентовали новые учебно-методические пособия по явенкийскому языку в рамках декады родных языков в республике. Это уникальные издания, которые открывают новую серию «Книга для явенкийских школ». Авторами выступили учителя практики из Иенгры, ученые-лингвисты из Якутска, Петербурга и Благовещенска. В серию вошли учебник по грамматике, азбука, сборник ребусов и словарь. Издания предназначены для школ, изучающих явенкийский язык, а их главной миссией является сохранение и развитие языка среди подрастающего поколения. Учебно-методические пособия, которые сегодня презентуем, они были выпущены в рамках государственной целевой программы сохранения государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия. Учебно-методические пособия идут как в помощь учителю для преподавания явенкийского языка. Совершенно уникальное издание, где рисунки прорисованы чисто в национальном стиле, куда включены и быт, культура, одежда эвенков. 17 февраля по лунному календарю наступает китайский Новый год, один из самых продолжительных праздников в странах Восточной Азии. В этом году по восточному календарю начинается год огненной лошади, символа энергии, стремления к свободе и переменам. Подробнее о традициях и истории праздника в материале Лилии Бурцевой. В китайском календаре каждый год связан с одним из 12 животных и одной из 5 стихий. Огненная лошадь символизирует силу, страсть, активность и стремление к достижению целей. Лошадь вообще в китайской культуре имеет очень хорошее значение. Да, есть такое хорошее выражение «ма тао чэнггong», да, что добейся успеха. Да, поэтому для китайцев это символ успеха, силы, скорости. Да, вообще символ очень хороший. Сотрудники СВФУ каждый год проводят фестивали и различные мастер-классы для студентов, чтобы они побольше узнали о культуре и традициях Китая. Сами же представители Поднебесной отмечают, что сохраняют традиции, даже несмотря на то, что от дома их разделяют тысячи километров. Сейчас как раз Новый год китайский, тоже называется праздник весны. Мы отмечаем в Якутске. Мы обычно как вместе готовимся, еще перемены делаем, вместе готовим блюда и обязательно рыба кушать. Рыба это как символ богатства, и перемены тоже это символ как денег. Анжелика Егорова – студентка 3-го курса СВФУ. Девушка активно изучает китайский язык, признается, что очень увлечена культурой страны. Во время обучения ей удалось пройти стажировку в городе Далянь. Китайский Новый год для меня – это шанс соприкоснуться с культурой Китая, стать ближе к Китаю и тем самым улучшить свои знания Китая в целом. Я заинтересовалась китайским языком в старших классах, потому что Китай очень большая страна и имеет большое влияние в целом мире, поэтому мне захотелось изучить этот очень красивый язык. История праздника насчитывает более 4000 лет. Его дата ежегодно меняется, поскольку определяется по лунному календарю. А празднование продлится до 3 марта. Лилия Бурцева, Артумен Наговицын, Якутск. Классика, проверенная временем в динамичном прочтении, на сцене шпаги, интриги и знаменитая «Один за всех и все за одного». В Русском театре имени Пушкина готовят премьеру «Трех мушкетеров» с эффектными трюками, зрелищными поединками и неожиданным взглядом на знакомых героев. Чем удивят зрителей на этот раз, знает Петр Васильев. Вы молчите? Вы молчите? Тысяча чертей! Эта фраза графа де Тревилля, которую знают во всем мире, совсем скоро зазвучит со сцены Русского драмтеатра. В новой постановке приключенческой ироничной комедии зрителей ждет динамическое действие, дуэли, погони, заговоры и, конечно, история взросления главного героя. Исполнитель роли Д'Артаньяна признается, к образу подходил, опираясь прежде всего на роман, который перечитал перед началом работы. Вся база, она тут, которая потом на сцене вытаскивается, идет шлейфом, тянется на протяжении всего спектакля, когда вот я как актер, исполняя роль Д'Артаньяна, выезжаю, во всяком случае стараюсь и имею это в виду держать, да, на протяжении всего спектакля. Откуда я приехал? Зачем я приехал? И самая главная актерская штучка, для чего я выхожу на сцену. Спектакль насыщен сложной пластикой, сценическим фехтованием и трюками. Постановщики сделали ставку на живое действие. Стремительные перестроения, акробатические элементы, работу с холодным оружием. Здесь нет ощущения театральной условности. Зритель буквально оказывается внутри поединков и придворных заговоров. Теперь также мне отвечает. Куда? Вот сюда.
Ага. Да. Но это же надо быстрее делать. Это надо делать. Для короля Артура главное меч, главное конь. Для Д'Артаньяна его шпага это что? Как что? Это продолжение его руки. Прежде всего. В бою это продолжение его руки, это его, как бы, понимаете, к оружию отношение было очень щепетильное в то время. Оружие берегли. Потому что от оружия зависела жизнь. Образ главного антагониста тоже получился неоднозначным. Кардинал Ришелье в этой версии не карикатурный злодей, а стратег и государственник. Хоть он и по итогу оказывается неудачником, которому ни в любви не везет, ни в придворных интригах. Из всех ролей, которые вообще в этом произведении существуют, я присматривался еще до того, как начали постановку. Именно это мне откликнулось, и я вообще понял, что мне не интересно более никого сыграть в «Трех мушкетерах», кроме кардинала Ришелье. Его образ почему-то, мне кажется, мне наиболее интересным и наиболее близким мне по духу вот в данный период моей жизни. Может быть, в другой период я бы подумал, что, будь я помоложе, я бы сказал, конечно, я Д'Артаньян. Яркие костюмы, живой темп, зрелищные трюки и классическая история о дружбе и чести. Постановка обещает стать одним из самых эффектных театральных событий сезона. Премьера приключенческой комедии «Три мушкетера» состоится уже 27-28 февраля и 1 марта. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. Юные спортсмены Якутии покоряют лед. Уже год продолжает свою работу многофункциональный спортивный комплекс с крытым катком в детско-юношеской спортивной школе номер 10. Воспитанники секции зимнего спорта уже показывают свои первые результаты как в республиканских, так и на международных соревнованиях. Подробнее о работе комплекса расскажет Диана Антонова. Сегодня около 100 учащихся ежедневно занимаются на льду по 4 видам спорта – шорт-трек, фигурное катание, хоккей и керлинг. На базе крытого катка также проводятся соревнования, на которых воспитанники достигают свои первые победы. Так осенью прошел турнир по хоккею, а в начале этого года по шорт-треку. Год как уже мы работаем, и в полную меру, наверное, мы сейчас уже заработали. Это с сентября месяца. Провели здесь чемпионат. Многие тут заняли хорошие свои, первые медали получили ребята. Юные спортсмены успели показать себя не только в республике, но и на международной площадке. Команда по шорт-треку в январе этого года приняла участие на сборах в Китае, а их тренер Станислав Никитин на встрече с мэром города Цитайхэ подписал соглашение о проведении дальнейшей совместной работы. 21 по 23 января международные соревнования были в Китае. Но там эстафете 4 место заняли. Сейчас мы подписали соглашение с Китаем, что дальнейшее сотрудничество. И в этом году собираемся на летние сборы. Под чутким руководством тренеров ребята учатся балансировать на коньках, развивать свой спортивный характер и достигать новые высоты. Занятия проводятся для школьников всех возрастов. Для этого спортивный комплекс полностью оборудован спортивным инвентарем, техникой и даже опорами для катания, чтобы научить кататься даже тех, кто надел коньки в первый раз. В льде удобно кататься. Хорошо заниматься много раз и хорошо тренироваться. Я заметила, что моему ребенку однажды очень понравилось гулять по ледовому городку. И заметив это, я решила отдать его именно на этот спорт, связанный со льдом. И шорт-трек для личности человека, для становления личности человека – это наиболее подходящий спорт. Объект построен в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С 2025 года нацпроект действует как государственная программа «Спорт России». Набор в секции открыт, количество учащихся только растет. Однако здесь проводятся не только тренировки для воспитанников, но и массовое катание для всех желающих. Диана Антонова, Нюргун Старостин, Якутск. Во Владивостоке в 11-й раз прошел ледовый полумарафон, который стал символом смелости, выносливости и спортивного единства. Ежегодно событие объединяет профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто готов бросить вызов своим возможностям. Подробности в материале Иннокентия Кычкина. Во Владивостоке в 11-й раз прошел международный ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run, одно из самых ярких и масштабных зимних спортивных событий Дальнего Востока. Около 1500 участников вышли на старт
чтобы преодолеть дистанции по льду замерзшей бухты Навик на Русском острове. Забег проводился беговым клубом «Ран ДНС Ран». Генеральным партнером выступала группа компании ДНС. Как отметили организаторы, в течение года ими проводятся несколько спортивных мероприятий. В феврале это Айсран, полумарафон по льду бухты Навик. Потом у нас в начале лета трейловый забег, называется он Леоран. Это вместе мы с землей леопарда. По заповеднику очень красивая дорога, по лесу, то есть очень тоже хорошее мероприятие. И потом в сентябре проводится марафон Владивостокский, мосты называется. Мы бежим с центра города через 2 моста. Самая красивая, мне кажется, дистанция марафона в стране, как минимум. Нам просто нравится бегать. Заодно решили организовать мероприятие. Для чего? Для того, чтобы дать возможность людям почувствовать праздник, побегать, почувствовать атмосферу, почувствовать весну, почувствовать некий такой азарт, единение. На полумарафоне у участников была возможность попробовать свои силы на дистанциях 5, 10, 21 и 15 километров микс-трейл, совмещающая бег по льду и по суше. Также имелась возможность поучаствовать детям, пробежать расстояние 1 километр. Призовой фонд забега в этом году составил 500 тысяч рублей. Абсолютные победители полумарафона получили устройство бренда Honor, а также призы от партнеров мероприятия. Участники поделились своими впечатлениями от забега. Первый раз, очень круто, вообще незабываемые эмоции. Ой, и с погодой очень повезло на самом деле. Последние километры, мне кажется, это был мой максимум. Я минут 5 еще откисала. А у нас приехала практически вся команда. С Хабаровска, клуб «Амуран». В ходе мероприятия организаторы обеспечили все необходимые меры безопасности выхода на лед в соответствии с рекомендациями МЧС. В забеге приняли участие представители из 5 стран – России, Индии, Японии, Китая и Республики Корея. Из российских регионов также были представители Якутии. Мой первый опыт забега. Вообще было сложно, конечно, тем более без подготовки получается. Для человека, который не занимался спортом, как-то профессионально или просто так, да, сложно. Погода очень замечательная. Вначале было, конечно, немножко холодно, потому что мы в кроссовках, а после, когда ты бежишь, и тем более на середине дистанции уже прям жарко. Вообще рекомендую, потому что это крупное масштабное мероприятие. Забег по замерзшему морю стал визитной карточкой Владивостока, привлекая бегунов с разных уголков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Иннокентий Кычкин, Владивосток. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.